Это детский развлекательный центр «Незнайка». С марта этого года он пустует. Нет звонкого детского смеха и счастливых родителей. В августе им разрешили работать, но через несколько недель вновь закрыли. С тех пор предприниматели несут колоссальные убытки. Нас никто не освобождал от обязательств по уплате страховых взносов, налогов, арендных платежей, коммунальных платежей. Также мы платим заработную плату нашим сотрудникам, так как у нас трудоустроены люди, и мы не можем оставить их без поддержки в такой трудный момент. Всего в Кызыле около 10 детских развлекательных центров. Трудоустроено в каждом по 10-20 человек. Практически всех пришлось сократить, так как нет дохода и нечем платить им зарплату. Сейчас эти люди пополнили ряды безработных. Предприниматели уже на грани банкротства. Слава Богу, спасибо нашему собственнику помещения нашего, что он идет нам навстречу, но согласитесь, что он не может нам все время идти навстречу, потому что вот из всех вот этих месяцев мы фактически работали только 4 месяца. Но он же тоже не благотворительная организация, чтобы мы здесь сидели бесплатно. У них это тоже доход, у них тоже свои расходы есть. Они сдают помещение, чтобы получать за это деньги. И просто так дарить нам их, тоже никто не хочет. В других регионах Сибири детским развлекательным центрам разрешено работать при условии соблюдения ими карантинных правил. Тувинские предприниматели тоже готовы выполнять все требования Роспотребнадзора. Долги растут, копятся. Мы хотим обратиться с просьбой к правительству нашего региона, чтобы нас открыли, пусть с каким-то ограничением по загрузке. Предприниматели говорят, что даже до пандемии они соблюдали все меры профилактики. Каждые 3 часа проветривали помещение, проводили влажную уборку. Да и непонятно решение региональных властей открыть кинотеатр, магазины, кафе, где риск заразиться гораздо выше, чем в детском центре. То есть мы не можем понять, чем наша отрасль может быть опасна для посещения, для массового скопления людей. Допустим, все остальные сферы деятельности работают. Люди ездят ежедневно в битком набитых маршрутках, взрослые и дети. Там абсолютное отсутствие санитарных норм и дезинфекции. Пострадали от ограничений не только работники детских центров, но и аниматоры, которые тоже оказались в критической ситуации. Заработка вообще нет. Готовимся мы еще, видите, заранее к Новому году. Получается, за полгода мы уже начинаем готовиться к Новому году, потому что все костюмы очень дорогие. Конечно же, мы тоже, как и все, влазим и в кредиты, в долги большие. Женщины говорят, что не просят денег, просят, чтобы им разрешили работать с определенными ограничениями, потому что бизнес умирает, долги растут, людям нечем платить зарплату. А ведь у наемных работников это единственный источник дохода. Тем более, что этот бизнес не может работать онлайн или на вынос. А ведь эти предприниматели всегда участвуют во всех благотворительных мероприятиях, платят налоги, то есть вносят определенный вклад в республиканскую казну. Альмира Синдик, Культыгина Шина, 8 канал ТВ.